Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Доброго дня. Кто есть, кто живой. Слушайте. Я многое понимаю. Когда вы скидываете информацию, когда вы закидываете различного формы ереси, чуши касаемо названия дзурдзуки, кисты, я это все понимаю. Понимаю, для чего это делают, зачем к себе приписывают. Это я тоже понимаю. Здесь вопрос просто лишь в том, что речь идет об удревнении своего субэтноса или этноса. Для этого, честно сказать, чеченцы не сильно такие ждали. И сейчас многие не сильно обращают на эти вопросы внимание касаемо самоназвания народа, этноса. Относится это к нам или не относится это к нам. Есть кто-то назвал, да и ладно, не столь важно, не столь значимо. Но тот, кто интересуется, читает и знает историю, возникает вопрос о том, правильно ли считать только себя дзурдзуками и кистами. Если этот вопрос поставить, грубо говоря, именно ребром и такого характера, и кому же все-таки относится. Опять же, я нисколько не отрицаю, что какая-то часть наших соседей, братьев относится к этнониму дзурдзуки. Но, допустим, когда говорят и обобщают ко всему народу, здесь есть, конечно, большие сильные сомнения. Поскольку, опять же, тот самый руководитель ингушского ДНК-проекта, когда он написал, что они никогда не говорили, что первый представитель ихнего народа появился в X, а второй в XI веке, честно сказать, не сильно понимаю, каким образом появились оба, исходя от кого они появились. Но это не суть важно. У меня есть переписка с ним, где он говорит, что это относится только определенным фамилиям. Во-первых, я ему указал, что данный проект, описанный текст, написан не чеченцем, а ингушом. Они сказали, что этот человек занимается пропагандой ингушского ДНК-проекта. Окей, я с ним согласен. Вы проводите его, вы делаете, он пропагандирует, но он представитель ваш. Они говорят, да, представитель. То есть они его знают, но он сам не является специалистом в области ДНК. И когда я указал, что речь идет не о одной фамилии, а там их четко указано 6 фамилий, кому относятся эти 2 человека, которые появились впервые в X и XI веке. То есть ни о какой речи о том, что они могли быть дзурдзуками, и быть не может, потому что плюс-минус 1000 лет до этих 6 фамилий существовали дзурдзуки. И у меня возникает резонный вопрос. Каким таким образом они являются дзурдзуками? Если речь идет о первых 2 праотцах целого этноса, а эти 6 фамилий являются одними из главных
и центральных, и которые считают себя одними из самых наичистейших Галга. То есть эти 6 фамилий и все, кто от них остальные происходят, они не имеют отношения ни к какому, грубо говоря, ингушскому народу. Если так говорить. Тогда в чем претензии ко мне? Ваш проект, ваша история совместно с источниками грузинскими, которые фиксируют первое, там, грубо говоря, с 1 века нашей эры название дзурдзуки, а ближе уже к 7 веку кистинцы. Получается, что кистинцы, те же веппи, вы их называют феппи, появились за 400 лет до первого ингуша. И за 500 лет до... 500 это получается? Нет, за 400 лет в одном случае и за 300 лет в другом случае. 10-11 век. Тогда получается, опять же, только часть, то бишь ближние кистинцы, которые называются ближними кистинцами, они имеют отношение к кистинцам. Это упоминание географии 7 века идет. Первых, да, кусты, кисты. Тогда получается, что если упоминается первое, упоминается в 1 веке, другие упоминаются в 7 веке, название кусты или кисты, какое отношение вы имеете непосредственно, кроме как близко родственных к ним. Поэтому, если это разложить, это можно спокойно показать. А с другой стороны, опять же, не мы же за это взялись. Не мы в этом копошимся, не мы просим вас об этом изменить, там, сказать или пытаться. Я, по крайней мере, точно не пытаюсь этим заниматься. Поэтому зачем писать вот эти «вы никогда не были», предоставьте хоть одно доказательство, 1, 10, не из даже чеченских источников, а именно грузинских источников, относится непосредственно, этот этноним имеет отношение непосредственно к Нахчи народу. А то, что вы при помощи красного горшка показываете карту, которая была составлена по словам Вахушти Багратиони, где дзурдзуки локализуются, опять же, вы пытаетесь, если посмотрите хорошенько, дзурдзуки, область Дзурдзукети локализуется именно от Дарьяльска. Что бы то ни было, вся горная часть, вплоть до вплоть до Шаройского района, вплоть до Грузии, вплоть до дагестанцев, эти земли, где указаны дзурдзуки, они указаны и на территорию большей части Чечни. Как и кистинцы. Большие кисты или кистинцы — это большая часть чеченцев. 18 тысяч сравнивать с 1300 или 1800 семей, да, это как-то несоизмеримо. Опять же, пытаетесь использовать этот момент и пытаетесь закидывать. Мне обидно другое. Мне обидно то, что многие из нас, многие те, которые сейчас подписались, не читают то, что написали посты, которые сделаны с 2000, грубо говоря, 2018 года. Прочитайте материалы, которые вы мне скидываете, я уже давно опубликовал их. Они все есть. И вы найдете десятки и сотни и тысячи постов касаемо нашей истории. Не меня лично, а нашей истории. Вот что я хотел сказать по этому поводу. А то, что некоторые, грубо говоря, сейчас азан, подождем, пока он закончится, и продолжим.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Дела ватсундер, шоша. Азан долдер. Мал койкуш волдер, сундер, сет ерсо. Ничего, так отвечаем на вопросы на свежем воздухе. Итак, друзья, что хотелось бы... Был азан, поэтому я молчал. Итак, друзья, что хотелось бы добавить. Послушайте, но если сами грузинские источники, если сам тот же ДНК-проект ингушский, да, говорит об обратном, сотни документов, грузинские источники, те же самые панкийские кистинцы говорят об обратном. Если столько доказательств мы используем и можем себе это позволить, это как раз таки говорит о крепкой позиции нашей на название. Опять же, я нисколько не утверждаю, что небольшая часть нынешней Ингушетии относится к термину дзурдзуки или кистинцы. Небольшая часть вот относится. Что все относятся, сказать я бы воздержался. Но опять же, это немножко антинаучно, так сказать, да? Вот. Все остальное, вот, допустим, та же самая грузинка, вот Софико, сейчас была наша волчица, была сейчас в эфире, спросите у Софико, она является, как говорится, коренной жительницей Сакартвелло, и она может ответить, кому же относятся термины или этноним дзурдзуки или кистинцы. Я думаю, вы получите достойный ответ. Опять же, нам без разницы, если даже бы и была или нету этого названия. Ва алейкум ассалам. Поэтому я хотел добавить, вот когда люди не могут ответить на эти потуги, когда людей разоблачаешь сплошь и рядом, днем и ночью, и показываешь их ложь, так сказать, на всеобщее обозрение, что же делают наши нарнийские утырки? Мне многие присылали ссылку, показывали на этого человека, который, видать, болен нетрадиционной ориентацией, я так понял. Закидывают фотографию 22-летней давности, где я с моим родным братом по молодости сидим у меня на квартире. Если я не ошибаюсь, это даже был мой день рождения. В то время было очень сложно. Честно сказать, у нас там в этой кухне только и было одно кресло и один стол. Я был еще в то время студентом. И сделали фотографию. Еще раз повторюсь, это мой родной брат, мой младший брат. Зовут его Ислам. Вот. Он точно так же, как и у меня, даже никогда и не возникло вот таких каких-то мыслей, которые человек через 22 года залез через специальные программы, через спецслужбы, поверьте мне, залез ко мне на страницу где-то, когда-то сохраненное фото, изъять, положить его в Инстаграм или куда там он его положил, в различные паблики, и описывает, опять же, я понял, что у него нетрадиционная ориентация, потому что только человек нетрадиционной ориентации может такое написать. У меня никогда и в психологии, ни ногчи народа никогда не было такого, чтобы когда ты с родным братом сидишь или обнимаешься, или чтобы такие вещи. У нас нету этого. У нас никогда там не женились на мам, у нас с братьями, с сестрами такие вещи не творили. То есть вот этих мыслей, вот этих слов у нас никогда не было. И поэтому мы такие вещи и гадости не пишем. Это вот мое понимание. Если человек этого никогда не делает, он не будет упоминать какие-то определенные места у матери при разговоре, упоминать половые, извините меня, органы отца или матери какому-либо человеку, начиная свой разговор.
Это в крови людей тех, кто этим всю жизнь занимался. То есть, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Я так понимаю, здоровый человек никогда в жизни, когда он не может ответить своему оппоненту, не может ни документально, ни исторически, ни географически, ни культурно ответить, он ищет фотографию, опять же, мне нисколько... Единственное, я сожалею, по молодости, когда только вышли социальные сети, с родным братом, там, сфотографировался, закинули. Да, некрасиво, я знаю, там, что это в майке, футболке, но это было тяжелое время, честно скажу. В то время и люди не думали, что где-то какой-то умственно отсталый человек нетрадиционной ориентации возьмет эту фотографию, загрузит в интернет и будет ее описывать с какими-то своими больными, нетрадиционными взглядами. Вот. Поскольку... Ну и еще один самый большой плюс. Ему огромная благодарность. Все паблики, которые берут эту фотографию, раскидывают, пишут комментарии под него грязные, они, альхамдулиллах, по всем достоверным хадисам, потому что говорят религиозные, одни из самых лучших религиозных ученых в исламе, все, что они наговаривают, все, что они пишут, все, что является ложью, очищает меня и моего родного брата от грехов. За это спасибо. Поэтому я огромную благодарность всем, кто там мне прислал, там написал, там переживает и видел, вот они грязные. Да, у них грязные рты, да, у них грязные пошлые мысли, да, у них нетрадиционная ориентация, они озабоченные, больные. Если бы такие люди не были бы, они бы в интернет-пространство, в личку, в директ не заходили бы людям, не писали бы про мертвых родителей многих людей, матерей. Опять же, не писали бы грязные слова про кого-либо, живой он или мертвый. Человек, чтобы изложить свою мысль, ему не нужно материться. Он показывает. Я всегда таким людям в директе сразу пишу, тот, кто матерится, я пишу: послушай, когда первое слово, второе слово я вижу в оскорбительном формате или характере, я указываю и говорю: я с рабами не общаюсь. Это люди-рабы. Те, кто разговаривает, матерится, они рабы. Только рабы разговаривали на грязном, понебратском языке. Понимаете? Культурные люди, достойные люди, которые себя считают Эли, Эсди, никогда в жизни не будут вести дискуссию, материться, оскорблять. Если ты посчитал, что я что-то написал недостоверно, если ты посчитал, что я где-то хочешь узнать источник или информацию, или тебе наговорили что-либо про меня, а ты поверил как осел этим людям, будь любезен, зайди. Я не прошу здороваться, я не прошу отправлять салам. Чтобы салам говорить, нужно быть мужчиной, достойным человеком. Если ты салам не даешь, то ты уже есть оно. Зайди и спроси оно. Слушай, что ты имеешь в виду вот под этим конкретно или под этим? Если вы становитесь на стороне тех людей, которые являются умственно отсталыми, и у них нетрадиционная сексуальная ориентация, извините за выражение, поскольку они берут, закидывают любые фотографии мертвых людей, живых людей, ваших матерей, отцов или братьев, и начинают писать свою бурную фантазию, свою ЛГБТшную фантазию. Что я могу? У меня никогда в жизни, когда я видел кого-либо, кто-либо, там, может быть, он дерется, может, он в спортзале, может быть, он дома, с братом, с другом, с двоюродным братом, положил руку там на плечо. Но это их родственные отношения. Как они поддерживают родственные отношения? У меня никогда не было такого понимания. И я вот задумался для себя, кто же может себя вести так, который вот такие вот вещи делает. А именно те, кто появился сам в процессе вот таких же отношений,
кто этим занимается, для кого брат и сестра являются не родственники, не одна кровь, а именно те, кто, ну, видать, у них это вполне нормально. Они могут это сделать и все остальное. И как рассказывает Руслан Бузуртанов, то, что говорил Урус, становится автобиографией таких людей. Не эзди люди, лей люди будут оскорблять, материться и все остальное. Да, конечно же, если это бывает. Иногда я многим сразу говорю, ты лей, я с такими не общаюсь. Но когда я начинаю дальше общаться, иногда и вырывается у меня тоже. Я не сдерживаюсь, иногда такое бывает. Потому что человек умственно отсталый. Конечно, на больных не стоило бы обижаться. И все же я пытаюсь довести один раз, два раза, пытаюсь им объяснять, что нормальные люди себя так не ведут. Что достойные люди так не разговаривают, не общаются. Что это антисоциально или антикультурно. И эти люди после этого говорят, садятся о какой-то высокой морали, о эзди, о каких-то дзурзуках, о каких-то кистинцах и так далее и тому подобное. Ва алейкум ассалам. Башлам, ушлею, они не понимают нормального языка. Я согласен, Кавказ мир с тобой, полностью Кавказ ночью. Лей цахильче и камилш диждать. Но ты не пишешь, вот у меня, когда заходят, меня упрекают в том, что говорят, вот ты оскорбляешь, вот ты враг нашего. Да что я сделал, чтобы быть врагом? Что? Например, скажите хоть один пост, покажи, где я оскорбил народы, фамилии. В конце каждого эфира, если я не забываю, я всегда говорю, я прошу прощения у всех, кого задел или оскорбил. Поэтому не всегда получается довести до каждого человека. Кто-то заскакивает, кто-то выскакивает. Я прошу, покажите, где я показал, где я указал, что я неправильно сделал. Напишите, покажите. Знаете, что они скидывают? Они говорят, посты, которые были написаны русскими учеными, русскими, грузинскими учеными, которые утверждают, что чеченцы, Нохчи, то бишь, и ингуши, или ингуши являются частью чеченского народа, это для нас оскорбительно. И из-за этого они меня ненавидят. Как вам такое заявление? То есть, происхождение от армян, происхождение, со всем уважением, там, от американцев, происхождение от, я не знаю, кого там, из Сикима, происхождение из любого места, где бы то ни было, для них не является оскорбительным. Если я так понимаю, если я правильно. Вот. Я живу в городе Грозном. Свалжгал, Нохчичуя. В центре города Грозного живу. Вот. И я всегда задавался вопросом, где, что сказано, кто сказал, зачем сказал. Пытаюсь найти корень. Но я ни в коем случае не ищу оскорбления. Что скажешь про недавнюю находку в стране башен в Ингушетии? Я не видел, честно сказать. Страной башен, как мы знаем, называют... Какую именно ты имеешь в виду? Страной башен называют Чечню, Ингушетию и Осетию. Какую из страну башен ты хочешь конкретно узнать? Если ты про Ингушетию, не знаю. Если ты про Чечню, знаю. Также знаю, что в Чечне подарили, вернули камни. Позвали, специально пригласили с Министерства культуры Ингушетии. Министр культуры Чеченской Республики пригласил, вернул найденные камни на территории. Как они нашли, все остальную информацию у меня нету, но что некоторые части, там 5 или 6 камней с Тхабаирды подарили ингушам, это я видел. А то, что нашли в стране башен, если нашли, как ты говоришь, в одной из стран башен, а их 3, Чечня, в основном это больше всего башенных комплексов, Ингушетия и Осетия. Что касается Осетии, я не могу, как говорится, сказать, сколько там, я не знаю.
Вот. Но Чечня и Ингушетия более или менее. Если нашли, альхамдулилля, я рад. Я безмерно рад, что нашли наши братья, достойные братья ингуши нашли, как говорится, историческое наследие от своих обществ, своих шахаров, если они таковыми являются. Да, вот я бяртки юаю, подарили, именно подарили. Понимаешь? Фалос у вас давно уже вернули. Я видел несколько видео. У вас там во дворе у одного коллекционера стоит. И не один. Вернули. У Бузуртанова спроси. У Танзилы Чабиевой, Бузуртанова и Сереждина Султыгова. Они, наверное, вернули. Уже знают, где он находится. Совместно с Абадиевым. Вот. Подарили. Подарили, потому что где бы они ни были, как бы они ни находились, их нашли. Их могли просто-напросто уничтожить, как вы говорите, если бы назло было. Или через черный рынок продать вам за бешеную сумму. Или продать кому-нибудь из ваших соседей, чтобы там, или ваших, или на Кавказе, чтобы они сказали, что это являются их древними камнями. Могли ведь? Могли. А так подарили, по-братски вернули. Понимаешь? Паники нету, все великолепно, все отлично. Какой вопрос, такой ответ. Без паники, я спокоен, как лед. Меня ничего не... Ты понял. Вот так вот. Поэтому, если говорить о дзурдзуках, хистинцах, вам бы разобраться для начала, откуда это идет. Вот эта проблема не столько чеченского народа, сколько непосредственно проблема ваших, так сказать, представителей вашей интеллигенции. Вот так как-то. Хотел коротко, но, как говорится, когда начинаешь рассказывать, долго рассказываешь. Задавайте вопросы, если есть. Решил, что коротко отвечать на вопросы, которые получаю в директ, хотелось, наверное, вот короткими, не часовыми стримами. Вот. Но постараюсь по мере возможности. Это все зависит, как говорится, от технических возможностей. Вот так вот. Вообще плевать, что там нашли. Заборс. Так вот. Нет, почему? Конечно же нет. Конечно же нет. Никто этого не утверждал, поскольку в древности по соседству в основном жили люди, которые друг другу родственны. Никто этого не отрицает. Я никогда не говорил этого как раз таки. Частично, конечно же, этот этноним, название этнонима и дзурдзуки, и кистинцы относятся к ингушам. Вот. Что касается дидойцев, но если посмотреть на карты, но опять же, из грузинских же материалов мы видим, что там говорится по соседству с дидуэти. Если по соседству говорят дзурдзукети с дидуэти, то дидойцы нет. В прошлом году ингуши были амазонками, 3 месяца назад аланами. Как они могли переобразиться дзурдзуками? А они идут все остальное. Башлам, у ингушей нету диалектов. Они сами говорят на одном из диалектов чеченского народа. У нас он называется галанчожский. Некоторые говорят акинский, акинское наречие. Ну, галанчожский диалект. Вот на нем они говорят. То есть они это называют языком, а у нас это всего лишь диалект нашего языка. У чеченцев 7 диалектов,
10 говоров, по крайней мере, научное обоснование за Зулай Хамидова дала вот именно в таком количестве, насколько я знаю. Другой информации у меня пока нету. У них нету никаких диалектов. По крайней мере, не было. Не знаю, сейчас, может быть, после моего заявления и будет. Так, друзья, я сейчас перезагружу и зайду снова, хорошо? Сейчас я вернусь.